istibata Numrası halkıstak diliginde erüdünde Üyetten üyeler yukarı Вот. Ну, мы очень рады вас приветствовать, мы вас Спасибо. ждали вот Спасибо. такими нашими. Давно я уже не был вам. Когда вы последний раз? А я 2 раза был. 2 раза давно видели. Освящение храма для священника – это не просто рядовое событие и не план мероприятий, которые надо провести, а живое участие Бога, Его Духа в жизни прихода, в жизни человека. И в этом священник является не посредником, а живым участником. И освящение может совершить только епископ, как имеющий на то таланты, дарованные ему Богом, из поколения в поколение, передающиеся, начиная от самих апостолов. Сколько только ставите. Приездом, батюшка. Мы очень рады. А то, что необходимо, ну, Белихана. Да. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо. И издревле в Амге-Слободе живут, приехали земледельцы, пашенные крестьяне, значит, они заселились здесь, обрабатывали землю, засеяли пшеницу, рожь, да. Их потомки до ныне и живут, и у нас они приходятся прихожанами нашего храма, и мы очень гордимся ими, конечно. И это как наследие наше, это культурное наследие, это наше достояние, наша вера наших предков живет в нас, можно сказать так. Святый Бор, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Бор, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Бор, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Этот храм был построен в 1995 году. С тех пор был памятником на площади Славы посреди села Амга. Храм не должен быть памятником, он должен быть наполнен реальной живой жизнью, потому что церковь не в бревнах, а церковь в ребрах. К этому явлению, как церковь, как общество, как организм, как община, мы шли очень, довольно долго. Сейчас у нас на дворе
2025 год, и только сейчас мы смогли дожить вот до этого момента, когда сюда вступит нога архиерея, храм будет готов, и мы будем участвовать, не просто лицезреть, а принимать живое участие в освящении храма. А потом интересно, что наша часовня была как памятник, и многие люди, наше население, они думают, что это просто здание, куда приходят совершать какие-то обряды. А с приходом православной веры 200 лет назад была построена здесь, на этом месте, вот на площади нашей славы, стоял огромный, красивейший храм, Преображенская церковь. Она была двухпрестольная. А после того, как в 24-м году сгорела наша церковь, с тех пор и священников не стало, некоторые отреклись, некоторые служили там при домах у себя, свои службы проводили. В том же году вот было это изъятие ценностей, вот этого храма Преображенского. Да, вот что интересно. Да, мы прочитали вот это вот исторические вот эти записи. Ведомости, увидели. Ой, там все написано, такой богатый, оказывается, был храм, такие прямо, там так много было икон, и в таких ризах, все в серебряных, золотых, в общем. Украшенные камнями драгоценными. Господи Боже, Спасителю наш, вся творяй и строи о спасении рода человеческого, прими молитву нас, недостойных раб Твоих, и удавли нас в настоящий час, воеже неосужденно освящение совершите храма сего, к Твоему славословию созданного, во имя святаго, благоверного великого князя Александра Невского, и воздвижение в нем сотворите трапезы. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. И самое интересное, чудесное событие, это произошло в прошлом году, в 24-м, как раз в год 200-летия нашей церкви. Да, каким-то чудом, конечно, это были неимоверные усилия всех наших прихожан, особенно отца Павла нашего дорогого, который нас окормляет уже около 10 лет. Та самая икона, которая была в описи, она была обретена именно в прошлом году. Это... Да, в год 200-летия строительства Преображенского храма, того самого 1824 года построенного храма, она украшала иконостас вот этого храма Преображенского, Адигитрия Смоленской, икона Божией Матери Смоленской, Адигитрия называется, и вот было путеводительница. Обретение вот этой иконы показывает нам Божье благоволение. Как будто Пресвятая Богородица заботится о нас, о своих чадах, и о нас молится, и мы чувствуем ее помощь повсюду и всегда. Вот мы чувствуем какую-то не знаю, какую-то помощь прям с небес посланную. Этот храм был посвящен покойным нашим владыкой Зосимой, епископом Якутско-Миленским, святому благоверному князю Александру Невскому. Это же имя благословил сохранить наш владыка Роман, архиепископ Якутский и Ленский, и мы при освящении дали ему это именование. В Амге храм был построен в 1824 году и был посвящен празднику Преображения Господня. Так как наша епархия была образована в 1870 году, первым епископом явился епископ Дионисий Хитров, а до него трудился его соратник
выдающийся духовный деятель, ученый-муж, святитель Иннокентий Вениаминов, который перенес из Камчатки временно для удобства управления якутской землей, якутскими владениями в 1852 году и в течение 8 лет трудился на нашей родной земле. До этого момента якутская земля не была отдельной епархией самостоятельной, чего добился святитель Иннокентий. Наша земля относилась периодами то к Иркутской епархии, то к Тобольской. Разумеется, что исторических сведений не все сохранились за годы советской власти. Нет сведений о том, что храм был сразу освящен. Может быть, когда-то проездом или нарочно епископ посетил эту землю из Иркутска и осветил этот храм. Точных сведений нет. Боже безначальный и пресносущный, и же от несущих в бытие вся приведы, и же во свете живы неприступнем, и престол имея небо. Один в поле не воин. Невозможно прийти к такому событию, как освящение храма, только собственными усилиями. Здесь требуется усилие не только одного человека, инициатора, но действием Духа Божьего, посредством веры, которая проявляется в людях, происходит объединение и реализация этой высокой идеи. О великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и Господине нашем Высокопреосвященнейшем Архиепископе Романе, и деле в руку Его, и еже... Наша задача, конечно, вот привлекать, проводить обряды. Вот мы здесь проводим и Пасху, и рождественские колядки проводим совместно с администрацией. Вот у нас хороший помощник, кстати, в проведении всяких праздников с детской музыкальной школе, руководитель, который является Любовь Васильевна Заварзина. Вот вчера она была здесь на освящении, ее наградили. Миргуяна Ивановна Илларионова, заместитель главы Ангинского улуса. Да, у нее очень большая помощь. Наша задача вот привлекать население, конечно, но своим поведением, своей жизнью все вот, доказывать и привлекать. Вот. И люди же вот стали ходить, и посмотрите, какая у нас благодать. И у нас впервые зимой мы уже можем в нашей часовне, в нашем храме. Да, в этом году, потому что вот сделан большой ремонт, большое вот утепление, поставлены вот эти обогреватели электрические, да. И вот благодаря Михаилу Петровичу Александрову, который построил эту часовню некогда в 1997 году, да, он был строителем строительной бригаде, да, он был руководителем, да, бригадиром этой. И вот он построил, и вот надо сказать, что Михаил Петрович довел до конца, вот, и обогреватели поставил, и вот. Отца и Сына и Святого Духа. Воль возлюблено население Твоя, Господи, силе. И вот отрадно было, очень радостно было, что в этом году первый раз в нашем храме у нас божественная литургия была рождественская в нашем храме. самое холодное время. Да, самое холодное. Это было больше 45 градусов, да, было, а у нас было тепло. У нас тепло было. И благодарность за это, надо сказать, Идрихинскому Андрею Михайловичу. В прошлом году вдруг заходит, вот как Боженька его послал к нам Андрей Михайлович. Он так все оглядел своими глазами. Молодой предприниматель. И у него прям вот что-то в груди ёкнуло его, начал нам помогать. И он прям вот... Купол, да? Да, и купол. Началось все, конечно, в согласии с отцом Павлом. И начались вот такие вот события, чтобы наш храм немножечко
окультурить и утеплить и так далее. И в то же время появился Эверстов Алексей, Гаврилович, Да. Архипов Михаил, Афанасьев Михаил. Афанасьев Михаил. Вот. И вот постепенно, вот видите, трудами многих людей, капли по капле, наш храм вот такой стал. Ну, благодаря всем людям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Он мем, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Он мем, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Храм не просто место молитвы. Храм — это не просто место проведения каких-то церемоний. Он является средоточием духовной жизни общины, а посредством этого благодать, которая рождается в этой общине, она, конечно, дает свой луч на все окружающее, на людей, которые живут здесь. Наш приход состоялся, можно сказать, да, это 2010 года. Он у нас существует трудами наших сестер. Я как-то вот еще позже пришла, но они уже трудились во всем. Слава Богу нашему во веки веков. Самые вот, которые первые наши сестры, старшие сестры, да, Надежда, Наталья, Елена, Марина, вот все, Евдокия Николаевна, все они вот стояли у истоков, создавали, как бы, никого же не было, да, и вот создали вот приход, было сперва мало людей, да, ну где-то 5-6, потом постепенно прибавлялось, и вот сейчас, к 2025 году, вот очень много у нас православных христиан живет в Амге и в Улусе, приход состоялся. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Надо сказать, что именно вот не какие-то вот кто-то из других вот мест пришедшие вот сюда, да, а именно мы, которые вот здесь родились, наши в Амге, где наши предки жили и трудились, это мы, дети их, продолжаем традицию своих предков, можно сказать, да. Прошлым летом силами Якутского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, силами Амгинского прихода наших сестер, наших братьев, нашего батюшки, плюс помощь была очень большая оказана со стороны администрации Наслега и Улуса, была проведена экспедиция по местам утраченных православных храмов Амгинского Улуса. Мы посетили 5 мест. В 2 местах поставили поклонные кресты на месте тех самых церквей, которые украшали некогда эти поселения. Православная вера была она в каждом наследии. В каждом наследии стоял шикарный храм. В этом вот Оламкёльской Васильевской церкви, да, она сгорела еще, вот это в советское время. Мой отец еще говорил, что вот тут вот стоял храм, показывал мне, когда мы ездили. Он родом сам из Нахары, да, это Нахара, это рядом с Оламкёлем, вот они совсем близко, ага, через речку там только. И вот он мне показывал, вот в этом храме венчались твои дедушка и бабушка. И мне было так прямо как-то непонятно в то время еще советское, да, как это венчались. Это же было советское время в то время. Ага, он вот так сказал. И все, после этого он ничего не говорит. Но когда вот поехали наши сестры туда, я очень хотела, конечно, но из-за дальности не смогла поехать. Ага. И вот посетили наши сестры, молодцы. И своими глазами мы увидели, да. Что интересно, на высоком пригорке стояла большая, прекрасная церковь. Она сгорела. И что интересно, местные жители боятся убирать кованые гвозди, кованая ограда. Там все лежит, да? Обожженные, обугленные бревна, все лежит. Всё лежит. Да, и старейшина Кузьмин, там прямо на палочке, он подошел, он сказал, мы очень долго ждали. И даже кусочек колокола, очень тяжелый чугунный кусочек колокола, они хранят как святыню. Хотя они уже не крещенные люди, но они сохранили в сердце веру в Бога. Это наши деревенские люди. Во имя Отца и Сына
Очень отрадно, что наши дети приходят, внуки. Очень радостно смотреть, когда маленькие ребятишки приходят, радуются. У нас очень много детей в приходе, в общем. И наши, да, и бабушки наши воспитывают внуков своих, помогают им в этой, сохранить веру предков. Это очень важно. Вот также наш храм, приход наш живет. Вот батюшка к нам приезжает 2 раза в год, 3 раза. Мы очень надеемся, чтобы он почаще приезжал. Батюшка приезжает со своей матушкой, Да, с она матушкой, красиво с детьми. поет, детишками. Да. Целый год мы ждем этого. И когда приезжает, мы ура, батюшка приехал. Батюшке несколько приходов, Да. ему очень трудно. И он в Якутске, он служит на якутском языке божественной литургии. İtenne ene tıktını da gulukkanna hakkın bir sürekten bir de gay kalır bıtıgar kömölös ağanı oluvan nasibet etini biriginde erütünde üyetten üyeler tuharı. Возьмите врата князи ваши, и возьмитесь врата вечные, и внидет царь славы. То есть царь славы. Чик. И туда надо забиться. Да, в других храмах величественно, красиво, торжественно, да, все так служба проходит. Но что-то вот все равно меня тянет сюда, вот я не знаю. Все равно тянет сюда и к нам, нашим сестрам. Ну, наш храм, я думаю, вот в будущем он будет еще лучше, да, уже об этом задумки есть у Андрея Михайловича. Так что и у отца Павла. Мы будем надеяться мы будем, что, может быть, все будет в хорошую сторону, что он станет еще краше, лучше. Да, теперь уже здесь поселился действительно Святой Дух, который нас будет поддерживать. И все наши святые нас поддерживают, мы молимся им. Слава Богу за все. И Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. И эта благодать, она чувствуется, как вот сестры сказали. Вчера было одно, а сегодня мы вот чувствуем, что вот именно после освящения храма в нем появилась живость. Действительно, я это и сам чувствую. Каждый раз, когда совершается освящение храма, ощущения совершенно другие. И это не накручивание мысли на себя по этому поводу, а это действительно чувство внутреннее, которое невозможно описать и передать словами. Историки мне сказали, что последний раз великое освящение храма здесь, в Амге, было 200 лет назад. 200 лет назад. И уже только эта цифра говорит о значимости события. Очень большое событие, долгожданное.
место намаливалось людьми. Сначала часовня местными умельцами была воздвигнута за 29, а потом образовалась община. Она восстановилась. Христианство в Амге с 1680 года. И община крепла. Стали совершаться регулярные богослужения. И пришли вот к этому знаменательному такому событию чудесному, как Великое освящение храма. Я рад за Амгу, я поздравляю всех амгийцев. Allah'ın